Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Маска есть, просто снял, пока людей не было. Административная комиссия столицы провела очередной рейд по заведениям Якутска. Проверяют магазины и в районах Якутии. Подробности рейда в поселке Хандыга Тампонского района у нашего корреспондента. Подведены итоги самой престижной военно-спортивной игры «Снежный барс». Расскажем, кто победил в этом году. Администрация города Якутска продолжает проводить рейды по соблюдению мер безопасности в местах массового скопления людей, а также в увеселительных заведениях. Проверяют наличие у продавцов средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, а также наличие разметки для соблюдения социальной дистанции. Несмотря на то, что многие продавцы знают о необходимых требованиях в период пандемии, нарушения выявлены практически в каждом втором заведении. Во время рейдовых мероприятий было проверено 5 объектов, 3 из них общепит и 2 торговых объекта. Выявлено 3 нарушения. Это о том, что не соблюдается дистанция между столами, а также в некоторых помещениях нет разметок на полу, недостаточно разметок на полу. Не используют, к сожалению, продавцы перчатки и неправильное ношение вообще самой маски, то есть средств индивидуальной защиты. Дальше мы оставляем, получается, извещение оставили, чтобы привлечь, если есть нарушения грубые, да, руководителя, по части 3.8 КоАП Республики Саха-Якутия 3.8 и также по линии УГО-ЧС это 20.6.1 КоАП РФ. Оперативный штаб Тампонского района совместно с представителями Роспотребнадзора, административной комиссии и МВД в очередной раз посетили предприятие торговли поселка Хандыга. Проверили соответствие магазинов санитарным требованиям и соблюдение масочного режима. Итоги рейда у Марии Винокуровой. В поселке Хандыга зарегистрировано свыше 80 магазинов, 3 аптеки и 4 точки общепита. Межведомственная комиссия в течение 2 дней проверила свыше 40 торговых точек. Самые крупные из них расположены вдоль оживленной Магаданской трассы, которая пролегает прямо по центру поселка. Каждый день по этой дороге проезжают десятки машин, которые держат путь в соседний Аймиконский район, Северные Улусы, а также в Магаданскую область, поэтому контроль постоянный. На сегодняшний день с предпринимателями у нас постоянно налажена связь. Работаем через группы WhatsApp и лично проводим беседы о необходимости соблюдения всех профилактических мер. В ходе проведения сегодняшних мероприятий нам еще удалось пообщаться и с населением. И очень хорошо, что уже в который рейд мы проходим, и сейчас уже практически нарушений не выявлено. Наличие маски – обязательное условие для посещения любого торгового объекта. Не стоит забывать и о социальной дистанции. Для удобства покупателей в магазинах нанесена соответствующая разметка. Каждый день ходит очень много народу в магазин. Уже каждому, как раньше, не обязательно говорить. Все уже ходят в масках. В воскресенье до 12 часов мы полностью обрабатываем зал, полностью подсобка, холодильники, все вытираем, моем. Это все также пишем. Опять же, сюда в журнал все. Как положено, как все. По итогам рейда составлен 1 административный протокол, а также проведены профилактические беседы. Подобные рейды на территории района будут продолжены. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Авиакомпания «Полярные авиалинии» опубликовала зимнее расписание регулярных рейсов. В перечень вошли 22 направления. Расписание будет действовать до 27 марта следующего года. В новом расписании оптимизирована маршрутная сеть. Учтены тенденции пассажирской активности в эти периоды. Дополнительные возможности для пассажиров обеспечит сотрудничество с авиакомпанией «Якутия», говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. Всего маршрутная сеть полярных авиалиний включает более 190 региональных направлений и охватывает порядка 250 населенных пунктов. 11,5 лет колонии строгого режима дали 2 жителям Горного района. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Прокуратура района совместно с прокуратурой региона поддержали гособвинение.
В суде установлено, что в июле 2019 года в селе Ярд Горного района в результате возникшего конфликта подсудимые совместно нанесли потерпевшему не менее 78 ударов руками и ногами, а также деревянной табуреткой и ножкой от этой табуретки, в том числе в голову. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. А в Ленске за год выявлено 70 преступлений в сфере телефонного мошенничества. Раскрываемость подобных краж упала до 36%. Самый популярный метод – звонок от якобы сотрудника банка. Но не отстают и лжепокупатели или продавцы на сайтах продажи, таких как Авито и Юла. Также не упускают возможность наживиться мошенники в соцсетях, прося о помощи по случаю смерти или болезни близких. Самый крупный ущерб на сегодняшний день составил свыше 70 тысяч рублей. Человек пытался продать детскую мебель с помощью сайта объявлений и оказался жертвой мошенников. В основном эти преступления остаются нераскрытыми, потому что это преступления очень такого масштабного характера, межрегиональные. Получается, это орудуют преступники с разных районов территории Российской Федерации. С сотрудниками полиции постоянно ведутся мероприятия по профилактике преступлений в сфере мошенничества. Всякие буклеты, памятки раздаем людям, сообщаем. Там участковые уполномоченные ходят по участкам, рассказывают про это все. Продолжается реализация первого этапа реконструкции Алекминского водоканала. В прошлом году он вошел в проект «Чистая вода» национальной программы «Экология». Накануне запустили новую котельную, которая обеспечивает подачу тепла на стратегический объект. С подробностями Елена Фаст. 20 октября был произведен запуск котельной на Алекминском водоканале. Здесь установлено 4 котла мощностью 1,25 мегаватт. Этого достаточно, чтобы подавать тепло на здание водоканала, магистральный водопровод, а также 14 домов по улице 50 лет Победы. Сегодняшний день котельная работает в штатном режиме, 2 котла, насосное оборудование, все проверено, резервные, основные, все работает, все в исправном состоянии. Отличия от старой, конечно же, огромные. В старой котельной само здание давно не отвечало требованиям безопасности, устарело и оборудование. На себе ощутили изменения операторы. Один из 4 – Алексей Корнилов, который дежурил в этот день. Да, конечно, отличается. Там с факелом не бегаешь, все автоматика. Все отличается. Лучше? Лучше, конечно. Есть и экономические плюсы. Новая котельная, конечно, есть новая котельная. Оборудование тоже оно и менее энергоемкое, но по характеристикам не уступает старому. То есть потребление электроэнергии у нас меньше стало. Вот. В части экономии это все у нас сказывается, да. Кстати, это первая котельная в районе с такими характеристиками, отметил Николай Кузнецов. У него имеется полностью автоматизированное программное обеспечение, которое позволяет выставлять с учетом температурного режима, погодных условий ее работу на автоматический цикл. Это вот тот щит, к которому подходили, да, там? Да, там щит управления, где находятся так называемые мозги, приборы учета, автоматика и датчики, которые следят за температурой теплоносителя, за процессом и работой самих котловых агрегатов, насосного оборудования. Между тем продолжаются работы в здании самого водоканала и на территории. До конца декабря первый этап значимого проекта должен быть завершен. Данный проект у нас просто жизненно необходим, и его исполнение было возможно путем участия в национальном проекте, участия ГУПа ЖКХ, Министерства ЖКХ в программе федеральных средств. За счет этого стало возможным провести реконструкцию нашего водоканала, произвести ремонт. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Более 300 безработных якутян обучат профессиям в строительной отрасли и дорожном хозяйстве региона в режиме онлайн. К обучению уже приступили 154 человека по строительным профессиям – штукатура, каменщика, монтажника железобетонных конструкций. Они будут трудоустроены на нескольких объектах.
Временные отключения цифрового телевидения и радиовещания пройдут в Якутске. С 3 по 6 ноября будут проводиться плановые работы на ТВ и радиооборудовании. Временные отключения эфирной трансляции связаны с подготовкой к запуску вещания радиостанции Вести ФМ, который запланирован на конец текущего года. По завершению плановых работ эфирное вещание будет производиться в штатном режиме. Тем временем в Амгинском районе во время каникул учителя физкультуры и тренеры ДЮСШ проводят утреннюю зарядку в режиме онлайн. В целях обеспечения занятости и всестороннего развития учащихся в период осенних каникул учреждением дополнительного образования ведется интенсивная работа. Учащиеся школ через платформу Zoom ежедневно по 10-15 минут занимаются спортом, делают зарядку. Занятия проводят 20 педагогов ДЮСШ и учителя физкультуры общеобразовательных школ. Также станция юных натуралистов запланировала 15 интересных мероприятий и ежедневно собирает юных любителей природы. Спортивные занятия не прекращаются во время каникул. Тренер ДЮСШ имени Николая Сахарова Сахача ежедневно с 11 часов проводит утреннюю гимнастику для учащихся всего Улуса на платформе Zoom. Кроме этого, ребята имеют возможность участвовать во многих мероприятиях, проектах, конкурсах, организованных Министерством образования. Особенностью всех проводимых каникулярных мероприятий является так называемый онлайн-формат. Конечно, возникают ситуативные объективные трудности, но все они решаются в оперативном порядке на местах силами ответственных работников и классных руководителей. Подведены итоги самой престижной военно-спортивной игры среди школьных команд республики «Снежный барс». В этом году традиционная игра юных патриотов посвящена Году памяти и славы в России и Году патриотизма в Якутии. Особенностью организации финала игр стало проведение мероприятия в заочном формате в связи с пандемией. Все команды представили судейской коллегии отснятые видеопрезентации конкурсов и соревнований по этапам. В результате упорного соперничества по решению главной судейской комиссии победителями игры «Снежный барс» стали школьники из Вилюйского Улуса. Команда «Беркут» Вилюйской гимназии имени Ивана Лаврентьевича Кондакова. Мы не ожидали, что будет такой результат, так что очень рады. Спасибо моим воспитанникам. Показали очень хорошие результаты. И следующий этап всероссийский. Это уже, наверное, весной. И будем тщательно готовиться, представлять честь республики, защищать. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя в общественных местах, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и оставайтесь в курсе событий.